Казани, в сердце татарского народа, прошел так называемый фестиваль «Новая волна». Тысячи зрителей, яркий свет прожекторов, громкие имена со всей России. Но на фестивале не прозвучало ни одной татарской песни. Не прозвучал ни один голос, говорящий от имени народа, живущего здесь веками. Более того, организаторы не постеснялись унизить саму идею татарской культуры. Продюсер конкурса Игорь Крутой открыто заявил: татарские артисты не дотягивают до новой волны. По его словам, они пока не будут выступать на фестивале, потому что среди национальной эстрады пока нет певцов со всероссийскими хитами. И вдобавок он заявил: вам, наверное, надо сначала создать условия для того, чтобы татарский певец стал звездой федерального масштаба. Что это, если не демонстративное унижение? Получается, в Казани, на татарской земле, татарская песня считается недостойной звучать со сцены. Это не просто отказ. Это вытирание ног о культуру народа, который веками жил, пел, создавал и сохранял свою традицию. Что это, если не плевок в лицо всему татарскому народу? Речь о том, что у себя дома, в нашей собственной столице, на нашей земле, татарской культуре больше нет места. По их логике, ценность культуры измеряется не богатством языка, не глубиной традиции, не красотой мелодии, а только тем, что звучит из московских радиостанций. Татарам предлагают сначала создать условия, чтобы певец стал федеральной звездой. Но кто создает эти условия? Тот же федеральный центр, который десятилетиями уничтожает национальные языки, вытесняет их из школ, медиа и сцены. Татарский народ не должен мерить свою культуру московскими хит-парадами. У нас есть богатейшая музыкальная традиция, у нас есть талантливые артисты. Проблема не в том, что мы не дотягиваем, о том, что нам сознательно не дают сцены и эфира. И самое обидное, все это происходит при полном попустительстве наших местных властей. Те, кто обязан защищать татарскую культуру, позволяют превращать Казань в площадку для чужих праздников, где татары лишь зрители, а не хозяева. Вместо того, чтобы поддерживать своих артистов, открывать сцены для татарской песни, создавать продюсерские центры, наши просто сдают культурное пространство в Москве. Нас лишают языка в школах, лишают песен на радио, лишают права звучать на главных фестивалях. Постепенно татарам оставляют роль статиста собственной республики. Но разве мы народ без голоса? Разве у татар нет величайшей музыкальной традиции, уходящей корнями вглубь веков? Разве наши песни не звучали по всей Евразии задолго до появления нынешних поп-звезд? Сегодня нам открыто говорят: вы не дотягиваете. Но на самом деле это Россия не дотягивает до глубины и богатства татарской культуры. Это они не слышат, потому что закрыли уши и сердца. И это мы позволяем, потому что молчим. Татарский народ должен требовать. Наши артисты обязаны звучать на нашей земле. Наш язык обязан жить на сцене, на радио, на телевидении. Наши песни должны быть не просто фольклорным элементом, а частью современной музыкальной жизни. Если мы сами не защитим свою культуру, никто за нас это не сделает. На татарской земле татарская песня обязана звучать. Это не вопрос уровня, не вопрос хитов, это вопрос чести и самоуважения. Если фестиваль «Новая волна» исключает татарских артистов, то он исключает сам дух этой земли. И здесь встает прямой вопрос: а нужен ли нам такой фестиваль? Нужен ли нам праздник, руководитель которого открыто оскорбляет татарскую культуру, принижает татарских артистов и превращает Казань в декорацию для чужих песен? Мэрия Казани, Министерство культуры Татарстана, татарский народ требует объяснений.